Заниматься плаванием в своем родном вузе. Теперь для студентов Северо-Остинского государственного университета это стало возможным. Сегодня состоялось открытие нового спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин». На торжественном мероприятии присутствовали представители руководства республики, преподаватели и студенты университета. Это прекрасный предновогодний подарок не только студентам Северо-Остинского государственного университета, но и всем жителям нашей республики. Я не сомневаюсь, что это место станет, скажем так, площадкой приобщения не только молодежи, а всего нашего населения к здоровому образу жизни. Строительство комплекса началось еще в ноябре прошлого года, благодаря программе «Единой России» 500 бассейнов. За 4 года по всей России открылись 40 спортивных объектов. Теперь современный комплекс есть и в Северной Осетии. Он оснащен бассейном длиной 25 метров, спортивным залом, душевыми кабинами и медицинским кабинетом. Проект бассейна разработала компания «КАВ-проект». Строительством занималась республиканская компания «Промжилстрой». Молодежь, если серьезно будет привлекать и подберут хороший коллектив, здесь можно всеми видами спорта заниматься. Ну, может быть, кроме футбола. А так и как игровыми, я уже сказал, так и гимнастика и все остальные дела. Вокруг начала строительства комплекса вначале разгорелись споры. Жители Владикавказа были обеспокоены тем, что на месте нынешнего объекта раньше было кладбище. Однако после исследования территории слухи не подтвердились. Строители приступили к работе. И теперь, спустя год, горожане могут заниматься спортом в новом спортивном комплексе. Причем посещение «Дельфина» для студентов СОГУ бесплатное. Я вот такие бассейны видел раньше только в других городах промышленных. Такие бассейны обычно бывают на чемпионатах мира, на олимпиадах. Но я очень рад, что во Владикавказе построили такой бассейн. В нем могут тренироваться новая молодежь, дети. И будут добиваться дальнейших успехов. Дай бог, чтобы они стали олимпийскими чемпионами. Проектировали бассейн для разных категорий людей. 6 плавательных дорожек доступны всем желающим. Теперь заниматься водными видами спорта здесь могут люди и с ограниченными возможностями. Для этого есть своеобразный лифт, который погружает человека в воду. Благодаря открытию нового бассейна в республике активно работает и программа «Доступная среда». Мадина Сханова, Тимур Мазаев, Заур Цеев, Осетия ТВ.